В эфире «Посредник». Сегодня речь в программе пойдет о подготовке к туристическому сезону. Об этом поговорим с Астамуром Барцыц, заместителем министра туризма Абхазии. Здравствуйте, Астамур Хицкурович. Добрый день. Итак, первый вопрос, наверное, интересен всем. Много ли гостей ожидается в этом году в Абхазии? Каковы прогнозы у Минтура? В Абхазии ожидается стабильный турпоток, который из года в год мы ожидаем, потому что Абхазия сегодня является одним из самых популярных направлений для российских туристов. Хотелось бы также подметить, что мы входим в топ-3 направлений, которые выбирают сегодня граждане Российской Федерации с целью отдыха. Если брать зарубежные направления: Турция, Арабские Эмираты, Абхазия. Если брать как внутренний туризм, рассматривать внутреннее направление, то это Краснодарский край, Кавказские минеральные воды и Республика Абхазия. А как считают в Минтуре, какие факторы влияют на то, что вот Абхазия находится сейчас в топе 3? Вы знаете, мы на сегодняшний день конкурентоспособны на международном туристическом рынке. Конечно, первый фактор – это ценообразование. Как бы неудивительно звучало, но на сегодняшний день в Абхазии дешевле отдохнуть, чем посетить ту же самую Турецкую Республику. Понятно, наверное, это так. И сразу же напрашивается вопрос о качестве услуг, о качестве сервиса, качестве отдыха, да, который здесь предоставляется. Вот как раз, наверное, к этому и вот весь этот период подготовки как бы предназначается для этого, вернее. Вы знаете, как мы сначала с вами затронули ценовую политику. Естественно, это транспорт и логистика тоже, конечно. И на что мы всегда акцентируем внимание, и на самом деле это на сегодняшний день является так, это безопасность. Туристы всегда приезжают в безопасные страны, где они могут отдохнуть и хорошо провести время, безопасно для себя. Что касается качества предоставляемых услуг, естественно, мы видим, что за определенное время качество услуг, оно, конечно, подтянулось и уже соответствует сейчас международным стандартам. Потому что хочу выразить огромное спасибо нашим ательерам, нашему всему туристическому сообществу, турбизнесу. Мы начали понимать, что исходя из внешних факторов, да, так скажем, переменных факторов, которые складываются там для увеличения турпотока, нам все-таки нужно удержать турпоток на нужном уровне, который сегодня есть. И для этого мы должны предоставлять качественные услуги нашим потенциальным гостям, нашим туристам. Скажите, пожалуйста, с чего начали подготовку? Вот уже не так много времени осталось до того периода, когда активно начнут туристы приезжать в Абхазию. Сейчас тоже есть, но тем не менее самый пик, наверное, начнется там с середины июня и так далее, да? Есть еще не так много времени. Что сейчас происходит? Вы знаете, что ориентиром мы всегда берем майские праздники, которые в данный период идут времени. Мы смотрим, как складывается у нас заполняемость, какое направление, то есть Республики Абхазия, пользуется популярностью или нет, насколько пользуется популярностью. Из года в год мы проводим определенные мероприятия по подготовке к курортно-летнему сезону. В частности, мы проводим ежегодную аттестацию наших экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму. Вы знаете, что в республике преобладает в большей части экскурсионная услуга, то есть к нам приезжают экскурсанты, что составляет больше турпотока в нашу республику, чем те люди, которые приезжают с целью отдыха здесь, отдохнуть и провести время, потому что у нас, к сожалению, ограниченный номерной фонд, комфортабельные отели, и если бы количество номерного фонда на сегодняшний день было бы потребностям туристов, которые отдохнуть, то, естественно, мы могли бы намного больше принимать туристов, чем которые заезжают с целью экскурсии на один день. Потому что и с точки экономики это намного выгоднее, когда турист приезжает здесь, он живет, он остается здесь у нас в отеле, средний чек, скажем так, составляет там 7-8 дней от 40 до 60 тысяч, конечно, и в течение месяца, то есть 7 дней, за 4 раза оборот происходит,
чем когда заезжает турист-однодневка, намного рентабельнее получается для республики. Хотелось бы также подметить, что исходя из нашей информации, из нашей аналитики, мы понимаем, что если в прошлые годы, да, вот брать турпоток, который идет через туроператора, он добирался до Абхазии, грубо говоря, авиасообщением, ЖД-сообщением, там, пользуясь трансферами, то из 100% на сегодняшний день мы понимаем, что 60% наших потенциальных туристов, они приедут на своем личном автотранспорте. То есть мы ожидаем большую нагрузку. На дороге и прочее. Конечно, конечно. На инфраструктуру. А скажите, с чем это связано, как вы думаете? Вот с неудобной логистикой все-таки? Почему вот так? Вы знаете, все-таки мы, как бы сказать правильно, на самом деле оно так и есть, мы подвержены внешним факторам. И вот исходя из той ситуации, как сейчас говорят наши эксперты, из геополитической ситуации, в общем, нарушены авиасообщения, то есть транспортная логистика, она нарушена. Многие производители самолетов, они наложили санкции на свою продукцию, и в связи с этим происходит удорожание стоимости перелета. Ну, кстати, да. И я смотрела недавно, правда, отсюда, но и в обратном направлении тоже не лучше. Там вот, если, допустим, Москва-Санкт-Петербург, где-то больше 15 тысяч на перелет. Ну, по крайней мере, сейчас пока так. Я не знаю, много ли людей смогут воспользоваться если этим. Вы помните, раньше стоимость там перелета, она была около 3000 рублей. 3-5. Да, 3-5 не превышала. И, соответственно, когда туроператор реализовал он реализовал турпродукт, то есть полностью готовый, куда входило транспорт, там, проживание, питание. Пакет. Да, в пакет, турпакет так называемый. Сегодня туроператор, когда предлагает полный турпакет, потенциальный потребитель не в состоянии его выкупить. И поэтому они выкупают не полностью турпакет, а то есть с проживанием, там, естественно, с экскурсиями, с питанием, но без транспорта. То есть, и зачастую, исходя из этого, мы понимаем, что около 60% наших потенциальных туристов, они приедут на своем личном автотранспорте. Скажите, наверняка это создаст какие-то проблемы в том плане, что у нас и так не очень развернешься на дорогах, да, что станет теснее, может быть, еще там и жара, и какие-то парковки станет. Вот эта инфраструктура, насколько она будет готова к такому потоку автомобилей? Я думаю, что в ближайшее время мы проведем совещание с профильными ведомствами, обозначим те или иные задачи, которые стоят для решения тех или иных проблем в преддверии курортного летнего сезона и в целом, чтобы сезон прошел нормально. Наверняка вы ежегодно все-таки в том или ином объеме, да, и ракурсе рассматриваете эту проблему. На что будете делать акценты вот в этом году, говоря о том, что действительно много будет машин? И что мы можем вообще предпринять? Что в наших силах? В наших силах разработать, чтобы не происходили стихийные места стоянки автомобилей. То есть определить парковочные зоны, кто будет нести за этим ответственность. Естественно, мы здравомыслим, мы понимаем, что сотрудник ГАИ, он может только регулировать движение по направлению, чтобы разгрузить заторы. А парковка, это уже остается за теми субъектами на территории, где происходит на объектах турпоказа. Я думаю, при взаимодействии будет все отлажено, и все будет нормально. Мы здесь часто довольно говорим о сфере туризма, и многие наши спикеры говорят о том, что в Абхазии в этом году построены, начинают работать новые отели, пусть они там не сильно крупные, но в хорошем состоянии, и их достаточно много, особенно в западной части возникает. Насколько это отражается на том, сколько туристов может принять Абхазия? Может быть, этот объем турпотока, он и объем емкости, скажем, да, туристов здесь, как выразиться, да? Я понял. Насколько он изменился в этом году, и вы думаете, что может поменяться? Вы говорите о емкости номерного фонда.
номерного фонда, о емкости людей, которые приедут сюда, и как-то вот количестве людей, которые смогут здесь отдохнуть в связи с этим. Значит, международные стандарты, они говорят о том, что уже давно во всем мире считается номерной фонд. Угу. Да, мы в Абхазии до сих пор считаем койко-места. Речь идет о том, что номерной фонд, номер, да, он по факту может быть стандартным, правильно? И в нем может быть одноместное размещение, как и двухместное, как и трехместное, да? То есть и потом происходит недосчет, грубо говоря. Вот мы считаем по койко-местам, а дополнительную койку мы посчитаем, не посчитаем. За это давно пора перейти уже считать номерной фонд. А что мешает? Ничего не мешает, надо просто заняться и это сделать. Ничего нам никогда не мешает. Нам просто надо заниматься и делать это, доводить до конца. А в этом году вот, в кампании по подготовке этот пункт будет? Я думаю, да. Он будет. Но вообще у Минтура есть информация о том, сколько новых отелей создается из года в год, появляется? Конечно. Угу. Создается номерной фонд. Мы понимаем, на сегодняшний день номерной фонд официально, это обратно же в номерах не могу сказать, скажу в койко-местах, это около 39 тысяч койко-мест. Это больше или меньше, чем в прошлом году? Это практически одинаково по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что новые отели? Но новые отели, они еще не введены в эксплуатацию. Да. То есть пока нет информации, скорее всего. Да, еще нет информации, я думаю, плюс-минус, исходя из той информации, которая у нас есть, это будет около 1000-1500 дополнительно койко-мест, которые добавятся. Угу. И поэтому мы, исходя из того, что мы ограничены в своем номерном фонде, да, вот в курортный или летний сезон мы можем принять определенное количество людей. А если мы говорим об увеличении турпотока, то, соответственно, мы должны говорить об увеличении не курортно-летнего сезона, а самого сезона. То есть, грубо говоря, вот сейчас он начнется с мая и будет продолжаться до октября месяца. Тогда мы примем всех желающих. Угу. Даже и в межсезонье можем принимать. У нас есть объекты, которые работают круглый год. Далеко ходить не надо. Это столица нашей Родины. Все объекты, гостиницы, которые находятся в городе Сухум, они принимают круглогодично. Давайте поговорим о пляжах наших, да. То есть в основном, наверное, летом приезжают ради того, чтобы искупаться в море, посетить пляжи и так далее. А вот какая работа в отношении пляжей сейчас ведется подготовительно, да, чтобы их подготовить к приему туристов? Что обычно происходит и что, возможно, в этом году там впервые? Совершенно верно. Абхазия это позиционируется с пляжным отдыхом. И из года в год проводятся стандартные процедуры по подготовке пляжей. Пляжи у нас не сдаются в аренду, подписывают договор об оказании услуг на территории пляжей. Естественно, а остальные пляжи, они закреплены за муниципальной администрацией городов. Они их приводят в порядок. Также УЧС, служба ГИМС, так называемая, они проводят инспекцию пляжей, буйки, все для безопасности наших гостей, наших туристов. Но Минтур же не абстрагируется от этой проблемы, нет, от этой задачи? Нет, ни в коем случае. Мы держим руку на пульсе и понимаем, которые пляжи у нас на территории республики готовы, которые не готовы. Скажите, проблема обычно с муниципальными пляжами, да? Потому что вот пляжи, которые относятся к гостиницам, по-видимому, по отзывам, я знаю, что они в лучшем состоянии. Да. Пляжи, которые относятся к гостиницам, они, конечно, намного лучшие. Там, безусловно, и спасательная служба. На муниципальных пляжах, к сожалению, не всегда достаточно, исходя из бюджета, чтобы была спасательная служба. Но мы видим, как из года в год ситуация она намного становится лучше. Главы администрации понимают и стараются справляться со своими задачами. Говоря о состоянии пляжей, во-первых, если говорить о современности, да, чем должен быть оборудован пляж? И к чему стремиться вообще? Есть вообще... Наверное, к чистоте в первую очередь, а потом уже есть вообще оснащению. ГОСТы.
сейчас, если вы хотите по пляжам, я вам расскажу, как это все происходит. И вы поймете. Значит, есть определенные ГОСТы. То есть на одного туриста должно приходиться 5 квадратных метров пляжа. Исходя из этого считается территория всего пляжа. Просчитывается, сколько туристов можно расположить на этом пляже. Исходя из этого, сколько нужно санузлов, сколько нужно душевых кабинок, сколько нужно урн. И все такое, что включает в себя пляжная именно инфраструктура, что касается пляжа. Угу. То есть и всем этим должны заниматься либо владельцы пляжей, Да. либо город, Да. муниципалитет. Да. Угу. Понимаете, как мы всегда там берем в пример международную, часто берем наших соседей. Если я не ошибаюсь, в России классифицируются и пляжи. Значит, у них есть классификация объектов размещения, то есть гостиниц, домов отдыха, пансионатов, классификация горнолыжных трасс и классификация пляжей, где все прописано. А вот есть же пляжи, где есть такие, как оборудованные волейбольные, допустим, какие-то площадки. Но это идет уже как доп. Да. Услуга, дополнительная услуга, да, конечно. У нас То что-нибудь... есть для притяжения наибольшего количества туристов. Так называемые создаются объекты для привлечения туристов. То же самое, например, о чем мы все время говорим, что в республике должны создаваться такие объекты для привлечения туристов. Там колесо обозрения, да, аквапарк и какие-то другие объекты. А что, на ваш взгляд, будет сложнее всего решить, и каждый год, возможно, так происходит, по приезду туристов здесь? И чем Минтур может содействовать тому, чтобы какие-то проблемы снимать? Знаете, в последнее время такая нехорошая тенденция складывается, потому что Абхазия является сегодня популярным направлением в топе из направлений, то часто такой ситуацией пользуются мошенники. Понятно. Да, вот борьба с ними на сегодняшний день, она на самом деле очень сложная. У нас в министерстве на сайте есть информационный сайт реестров объектов. Там можно оказаться на добровольной основе. Когда мы говорим нашим ательерам: ребята, размещайтесь у нас на сайте. Для чего? Для того, чтобы турист, если у него какие-то сомнения возникают, он мог перепроверить информацию. То есть объект есть на сайте Минтуризма, да, в информационном реестре. Адрес, электронная почта, контактные телефоны. И самое главное, если у этого объекта официальный сайт, где он ведет продажи напрямую, чтобы человек мог убедиться, обманывают его или нет. В другом случае, только в случае прецедента, когда уже произойдет обман, а зачастую все эти ресурсы располагаются на территории Российской Федерации. Вот Роскомнадзор, чтобы заблокировал данный сайт, ему нужно решение суда Российской Федерации. Очень по времени все, это долго. А это все бьет по имиджу и репутации нашей республики. Проблема в том, чтобы наши ательеры как-то регистрировались на сайте, говорили... Да, просто они обращались к нам, чтобы мы их размещали, и чтобы упрощать вот эту задачу, потому что тут проблема с двух сторон, да, и ательер, и турист. Что касается проблемы питания, вот летом, да, у нас обычно кафе переполнены и места общественного питания. Вот эту проблему как-то Минтур рассматривает. Допустим, если турпоток все время увеличивается, наверное, стоит этим заняться, и в какой степени этим озабочены в Минтуре? Вы знаете, как бы не хотелось, но где ступает нога туриста, Министерство туризма должно нести везде ответственность. И, безусловно, что связано с питанием. Но это все оказание услуг, понимаете. Конечно, у нас нету прямых рычагов воздействия на те или иные процессы, но, тем не менее, мы должны быть в курсе, что происходит. В любом случае, все жалобы от туристов поступают в адрес Министерства туризма. И уже там рассматриваются и решаются.
Но вы взаимодействуете с другими какими-то ведомствами для того, чтобы как-то эту проблему снять? Министерство туризма взаимодействует не только с профильными ведомствами, а со всеми ведомствами, с которыми соприкасается туристическая деятельность. Ну, я даже не могу кого-то выделить, да, потому что со всеми там госстандарт, санэпидемстанция, УЧС, граница, погранслужба, там таможенная, ну, я не знаю, МВД, здравоохранение. То есть туризм в Абхазии, он повсеместный, естественно, все ведомства, все министерства, там, все службы к этому привязаны. Тем более в курортно-летний сезон. Вот, допустим, если будет прям реально большой поток, вот как в один из таких годов, по-моему, в 2019 году до пандемии, да, был... 16-й. Самый пиковый был у нас первый год, это 16-й, если да. вот будет такая же картина, с чем столкнетесь? Ну, я думаю, мы уже сталкивались, мы отработали и знаем... Я думаю, для нас пройдет все стандартно и штатно, если не будет каких-либо глобальных катаклизмов. Остальное у нас уже жители, наши граждане тоже понимают, для чего турист приезжает, что с ним связано. Это прекрасно нам показал период ковида, когда была закрыта граница, когда все поняли, что заработок идет в основном, который связан с туристической деятельностью. И понимание уже есть. Вы говорили о том, что у нас удлиняется период, сезон туристический, да? Скажите, пожалуйста, почему вы так решили и за счет чего? Я же до этого вам объяснял. Но вы сказали, что есть отели в Сухуми, да, но тем не менее... Нет, я вам говорил, что у нас ограниченный номерной фонд, коечный фонд. Да. И, естественно, одновременно всех желающих принять мы не можем. За это происходит увеличение самого сезона. Кто-то раньше приедет, кто-то приедет в сезон. Мы как-то с вами говорили и давно, да, и была речь о том, что необходимо для того, чтобы круглогодичный туризм был, чтобы удлинять время пребывания здесь отдыхающих, необходимо, событийные какие-то вещи, необходимо, чтобы было больше мест, то, что вы сейчас говорили. Все-таки какими путями можно идти к круглогодичному туризму так уже основательно? Можно идти путями какими? Значит, увеличение номерного фонда, увеличение не просто номерного фонда, а комфортабельного увеличения номерного фонда, то есть, чтобы там был полный пансион, как говорят в простонародье, завтрак, обед и ужин, и создание дополнительных услуг для привлечения туристов. То есть, о чем вы до этого ранее говорили. Событийный туризм. Привязывать приезд туристов к определенному событию, мероприятию и так далее. Что еще входит в планы Минтура перед тем, как приедут гости? Ну, я думаю, в планы Минтура входит провести инспекцию всех наших туристическо-экскурсионных маршрутов, соответствие. Также провести, еще раз говорю, в любом случае оно будет проведено совещание в преддверии курортного сезона, чтобы, до этого мы с вами говорили, чтобы все службы доложили о готовности. Ну, естественно, объекты размещения, готовы к приему, не готовы, на каком уровне, и профильные ведомства. Спасибо вам большое. Спасибо за этот разговор.